Парахобин Владимир Кузьмич 1941 жылы өз еркімен Қызыл армия қатарына алынады. Воронеж майданына қатысып, рота басқарады. Одан кейін батальон штабының бастығы болып тағайындалады. 3-ші Украина майданында 1943 жылдың наурыз айында ауыр жараланып, госпитальда емделеді. 2 аяғынан да айырылып, майданға қайтып оралмады. 2-ші дәрежелі отан соғысы орденімен марапатталған. Өмір сүрген уақыты 1923-1989 жыл. Парахобин Владимир Кузьмич. В 1941 году уходит на фронт, воюет до самой победы. Сначала на Воронежском фронте командиром роты, затем начальником штаба дивизии. На Третьем Украинском фронте в марте 1943 года был тяжело ранен. Лечился в госпитале, потерял обе ноги. Награжден орденами Отечественной войны второй степени. Годы жизни 1923-1989. Смотрите, вот это папа пишет эту работу, а вот здесь мы уже, смотрите, уже готовая работа. Уже готовая работа. Угу. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы продолжаем цикл «Художники-фронтовики», посвященный 80-летию победы над фашизмом. Поговорим сегодня о художнике, который приехал в Караганду в конце 40-х годов, участник Великой Отечественной войны, который прошел всю войну, несмотря на тяжелое ранение, остался в строю, работал в штабе и продолжал в дальнейшем свою творческую деятельность уже на казахстанской земле. Сегодня мы говорим о художнике, пейзажисте в основном, который стоял у истоков организации Союза художников города Караганды. Говорим о Владимире Кузьмиче Парахобине. И сегодня у нас в гостях дочь художника Людмила Владимировна. Здравствуйте, Людмила Владимировна. Здравствуйте. Я очень рада, что вы уделили внимание. Конечно, мы знаем творчество Владимира Кузьмича, но нам хотелось бы в такие дни, памятные дни для нашей страны, для всей планеты, может быть, это победа над фашизмом, к 80-летию победы особенно вспоминаем об этих людях. И нам хотелось бы узнать о Владимире Кузьмиче как о супруге, как о отце, какой он был вообще человек в быту, среди друзей. Пожалуйста, расскажите. Ну, об этом говорить можно много и только положительно. Но не потому, что он просто мой отец, а потому, что он по жизни был очень замечательный человек. И возле него всегда было очень много друзей. Всяких, разных. И фронтовиков, и не фронтовиков, и по работе, и в быту. Он увлекался охотой, рыбалкой. Поэтому, сами знаете, это очень расширяет круг общения. Как отец, ну, я могу сказать, лучше отца я не видела. А в семье сколько детей? 2 нас было с сестрой. Сестра 45-го года рождения, Царство Небесное, ее уже нету. Вот. И я младшая. Вот. И он все время, начиная вот я себя помню с маленьких лет, он инвалид же без обеих ног. И вот у него была сначала 3-колесная мотоколяска, давали ему, потому что ему надо было передвигаться. Государство выделяло? Государство бесплатно выделяло, потом 4-колесная. Вот он собирается ехать на зарисовки, он только собирается, я уже сижу в машине и жду, и мы с ним постоянно ездили на все зарисовки, везде вокруг нашей маленькой Сарани. Довольно-таки неплохая природа, есть куда поехать, речка проходит, Сокур. И вот мы постоянно туда ездили. Потом чуть-чуть я подросла, я вместе с ним ездила на рыбалку. Я немного уточню для зрителей. То есть
Владимир Кузьмич жил в Саране. Он жил в Саране, Мгм. больше он нигде не жил. Как Как Казахстан. закончилась война, Мгм. ну, еще не закончилась, он приехал раньше, он был на партработе. А как он попал в Сарань? Его на партработу отправили Вот сюда. так вот. Ага. Да, он работал у нас Мгм. в городе, тогда это был не город, тогда это был поселок Мгм. шахтерский, тут только шахты начали открывать. И он был как председатель парткома. Мгм. Со всех вот организаций были, а он был председатель парткома. Мгм. Как в армии комбат, да? Мгм. Да. В общем, занимался общественной деятельностью. Он всю жизнь занимался общественной деятельностью. Когда наш город начал расти и превратился уже в город, все, что было в городе, оформление к праздникам, Мгм. оформление трибуны, оформление площадей, пилонов для города, это все его рук дело. Поэтому память о нем еще Город долго, помнит. еще помнит, Да. особенно те, кто вот жил раньше. А как маму звали? Маму звали Елизавета Христиановна. Знаете, вот изучая биографию художников, да, мы, естественно, обращаем внимание на вот такие вещи, как кто супруга, да, потому что все-таки супруга – это муза, супруга – это тыл для художника. Поэтому я вычитала, что они познакомились не в Казахстане, да? Нет, они Мгм. познакомились, его ранило Мгм. во время боя. И уже начали наши отходить, А это какой фронт? украинский. Украинский фронт. Мгм. Вот. И он остался на поле. Мгм. А они жили недалеко в поселке. Мгм. И она его там нашла и приволокла, извините за выражение. А кругом оккупация. То есть она не медсестра, она была Нет, мирным... она Мгм. еще была Мгм. молоденькая, она еще была не медсестра, а у нее была сноха, хирург. Она Мгм. работала в госпитале, Мгм. но они там в основном под оккупацией лечили немцев. Мгм. А у него уже началась гангрена ног, Мгм. и ему нужна была операция. И вот они в сарае, вот это ее сноха, делали ему, ампутировали ноги. Это значит, они его укрывали. Они его прятали там, Мгм. пока не отошли немцы. И вот они его делали операцию не в медицинском учреждении, а Мгм. просто там, без всякого наркоза, безо всего. Это вот какой вот под страхом, да? Да. И вот она его выхаживала, вот выходила для себя мужа. Замечательно. И он ее привез в Казахстан. Да, потом Мгм. они приехали в Казахстан. Такой человек, что работал от и до все время, все, что было, все он заработал своим трудом. Он и в школе учителем работал поначалу Мгм. здесь, когда работал на партийной Мгм. работе, и параллельно в школе преподавал рисование. Больше он рассказывал про училище, про детский дом, а вот про войну он как-то, ну, может быть, он не хотел вот этот, но это для него был самый великий праздник. Мгм. Он его очень чтил. Знаете, Людмила Владимировна, в действительности очень много художников-фронтовиков не любят вспоминать. И как мы вот наблюдаем их творчество, в их произведениях не особо отражаются эти эпизоды. Но вот ваш отец, вот в фондах нашего музея хранятся его работы вот из серии «По дорогам войны» называется. Это значит, эта серия состоит из 4 работ. Одна большая живописная, одна маленькая живописная и 2 работы графические, сделаны гуашью по бумаге, которые вы здесь вот можете увидеть Да, я в этой видела. камерной выставке. Все-таки он, вот смотря на эти работы, он все-таки эти эпизоды вспоминал, потому что они настолько реальны в действительности, да, что видно, что человек делает это по воспоминаниям. Смотря на эти картины, я представляю, то есть это невозможно представить, но, по крайней мере, хоть немножечко иметь представление, какие бои были, какие сражения были. И я так думаю, что в действительности 9 мая, День Победы, вот на сегодняшний день мы отмечаем 80-летие Победы.
Наверное, в вашей семье это осталось вот традицией, да, отмечать Конечно. эту дату. И Конечно. вы в дальнейшем своим внукам, правнукам это все передадите. Так, вот значит, вот эти ордена, да, Мгм. награды. А вот это вот сохранилось дома? Наверное, да. Да, это которое обозначение всех вот этих вот наград, да? Мгм. Колодочки. Такая лодочка. Мы в музее посвятили вот именно к 80-летию победы над фашизмом вот такие 2 издания, где здесь написано вот художники, прошедшие войну, и вот здесь вот такие вот открытки Ворохобин. Мгм. Вот, соответственно, небольшая такая биография и работы художника. И так все художники Караганды, участники Великой Отечественной войны. И также выпустили вот такие вот открыточки, тоже посвященные 80-летию Победы. Это наши поэты-карагандинцы, и не только Караганды, здесь же есть и поэты Сарани, вот, которые написали произведения на работы, которые хранятся в фондах нашего музея. И Мгм. вот эти 2 издания я хотела бы вам подарить. Спасибо большое. Спасибо большое, что вы сегодня пришли и уделили нам свое время. Спасибо большое.